Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствую вас, дорогие друзья. Минем исмем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Добрый день, дорогие друзья! Герой нашей сегодняшней передачи «Творческая среда» – артист балета Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, заслуженный артист Республики Татарстан Ильмир Мухамедзянов. Ильмир, хайырлы көн, ничек хәлләрең? Самый первый вопрос, который мы задаем каждому нашему герою: где родился, где вырос, где учился? Я из Республики Башкортостан, родился в селе Ермекеево, Ермекеевского района. Откуда, кстати, родом Раис Ханнанов, известный композитор, и у него есть известная песня «Уфтанма». Как зародилась любовь к хореографии? Нас в семье 3 брата. Я самый младший. Средний брат Ленар больше пошел по спорту. А старший брат Руслан поступил в техникум культуры города Стерлитамак. Потом, закончив ее, приехал домой. Уже тогда с супругой Гульнарой. И создали ансамбль народного танца «Гульрус», где, соответственно, я и начал свою творческую деятельность. Мне там очень нравились танцы «Яблочко» и танец «Хафанана». Одним из ключевых, наверное, моментов стал момент, когда на сцену вышла учительница и подарила мне букет цветов со словами «Коябы матур малайдик». И дело, конечно же, было не в букете, а во внимании. С этого момента у меня действительно появилась любовь к сцене. Вот. Можно сказать, что первым профессиональным педагогом, хореографом у тебя был брат. Да, брат со своей супругой. В один прекрасный день брат мне предложил поступить в Башкирское хореографическое училище имени Рудольфа Нуриева. По пути он мне сказал: если поступишь, я куплю все, что ты захочешь. И вот, собственно, я так и продался за батончик Сникерса и банку Пепси. Поступив, приехав домой уже счастливый, мама меня отговаривала, чтобы я не шел туда. Но все-таки рвение, наверное, взяли свое, и я все-таки пошел туда учиться. Поступив туда, моим первым педагогом была Фарида Хашимовна. Я очень благодарен. Она мне дала основы, азы классического танца. Далее моим педагогом стал легендарный Каримов Марат Аглямович, который нас учил не только танцевать, но еще учил нас жизни, готовил нас к жизни. Вот. Ну, а далее уже ты закончил хореографическое училище и... Далее были экзамены, куда, кстати, приехали мои родители, мама с братом. Увидев мои достижения, они были в шоке, поражены. Вы даже, говорит, моргаете одинаково, одновременно, говорит, настолько все четко выполнено было. Но действительно, это нас Марат Аглямович, конечно, дрессировал. Далее у нас состоялся отчетный концерт, на котором присутствовал наш художественный руководитель Айрат Ринатович вместе с Лейсан Рашидовной. И предложили мне работать в Государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан. И, конечно же, я не сомневаюсь, согласился. И с этого момента у тебя уже начинается главный этап, наверное, в твоей жизни – это работа в нашем легендарном коллективе. Да. Помнишь ли ты первый рабочий день, первый концерт, первые гастроли? Конечно же, помню. Мы сюда приехали большой дружной компанией, так как я еще был не один. Нас сюда позвали 4 пары.
ансамбль нас принял очень добродушно, и мы очень быстро влились в коллектив. Но первые гастроли у меня были в город Менделеевск, где, не зная номера гармонь, я выехал только на крутку с гармошкой. И, кстати, по сей день это соло с гармошкой со мной. Бурная творческая жизнь началась у тебя в ансамбле. Дальше уже, насколько я помню, тебя призвали в армию. Точно. Я, отработав ровно год, призвался в Вооруженные силы Российской Федерации в ансамбль песни и пляски военно-воздушных сил, где с успехом, могу сказать, отслужил. И по сей день я общаюсь со своими сослуживцами. И, кстати, они являются солистами ведущих ансамблей России. И вот до сих пор общение поддерживаем. Ильмир, вот какими качествами должен обладать артист, конкретно, скажем, артист балета, чтобы работать в нашем коллективе? Артист должен быть выносливым, целеустремленным, трудолюбивым. Знаете, это с виду только просто вышел, станцевал. На самом деле это огромный труд. Наверное, сейчас прозвучит самый интересный вопрос нашего интервью. Это про твое прозвище. Многие артисты знают тебя как Пушкин. Скажи, пожалуйста, откуда произошло это прозвище? Это прозвище у меня всю со мной, мою осознанную жизнь. Бывают даже моменты, когда я не оборачиваюсь на свое имя. Были смешные моменты, когда руководители не знали, о каком Ильмире идет речь. Это прозвище дал мне Марат Аглямович за мои кудрявые волосы. Ильмир, хочется узнать про твою замечательную семью. Я уже знаю про твою жену, знаю про твоих талантливых, замечательных детей. И хочу, чтобы наши зрители тоже узнали о твоей семье поближе. Вернувшись с армии, я серьезно задумался о создании семьи. И судьба так распределилась, что мы встретились с моей супругой. И, кстати, оказывается, мы с ней ходили в одну группу, в один садик. С детства это мы узнали уже потом. Мы с ней познакомились вечером в клубе, на дискотеке. И по сей день она всегда со мной, она моя опора. И не пропускает ни одного сольного концерта. И всегда поддерживает меня. Сколько лет вы уже вместе? Вместе мы 13 лет. И она мне подарила 2 замечательных детей. У нас растут 2 прекрасных дочерей, Самина и Малика. Изначально я их не хотел отдавать на танцы, но гены взяли свое. В Государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан уже несколько лет работает детская вокально-хореографическая студия. Герой нашей сегодняшней передачи Ильмир Мухамедзянов является педагогом танцевальной группы студии. Ильмир, расскажи, пожалуйста, теперь уже про твою, можно сказать, педагогическую деятельность. Все началось с того, что я привел свою старшую дочку Самину в студию танцевать. И Ляйсан Рашидовна мне предложила попробовать себя в роли уже педагога. Я, честно скажу, долго думал, потому что это большая ответственность. Но, начав, я влюбился в это дело и по сей день преподаю. Дети у меня молодцы, у нас очень много наград, в том числе есть поездки в другие города, где мы занимаем хорошие места. А с какими детьми ты занимаешься, с какой группой? Средняя группа, дети от 9 до 12 лет, и мальчики, и девочки. Ну вот как раз на этом месте, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы послушали именно этих детей, что же думают они о своем педагоге. Илмерим ушул әйбәт укытучы, ул катырак та, йомшаграк та була. Без аны бик яратабыз.
Бик зур рәхмәт безнең педагогка Эльмиримовичка. Ул безне шундый тәрбияләде. Мы всегда ставим новые танцы, новые трюки. Мы выступаем, получаем хорошие места, эмоции. И спасибо ему большое. Балансированный, строгий. Мне строгий нравится. Он добивается всего, чего хочет. Много от нас хочет, это даже хорошо, но если человек много не будет хотеть, тогда и от человека будет мало толку. Мы его любим, ценим, гордимся. Бывает добрым, бывает строгим, когда нужно. И это стоит нашего результата. Если бы не он, мы бы так хорошо не танцевали. Хочет на нас положить все его силы, чтобы мы добились такого же успеха, как и он сам. Очень хороший и милый человек. Строгий Эльмиримович, но только когда надо. Добрый, трудолюбивый. Если бы не он, мы бы этого всего не добились. Мы добились всему хорошему. И хочет от нас добиться хороших успехов. Очень добрый, справедливый человек. Спасибо, Эльмиримович. В роли педагога я использую систему кнут и пряник. В зале я бываю строг, суров порой, возможно. Но как только нам стоит выйти из зала, я с ними, с каждым друг. А вообще мы готовим будущих артистов Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Я ими очень сильно горжусь. Я буду считать себя хорошим педагогом, если хотя бы один ребенок станет солистом Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Браво! А теперь хочу спросить у тебя про твои будущие планы. Вообще я не забегаю вперед. На данный момент я являюсь артистом. Но, конечно же, сцена любит молодость. Придет время выходить на пенсию. Но я детей не оставлю и буду дальше преподавать. А вообще время покажет. Ильмир, а какой танец ты больше всего любишь исполнять в ансамбле? Вообще мне нравится весь репертуар ансамбля. Но особенно мне нравится танец джигитовка, постановки Калимуллина.
Ильмир, какие у тебя есть пожелания нашим зрителям? Я хочу пожелать каждому зрителю крепкого здоровья, мирного неба над головой, любить свое дело и, конечно же, приходить на наши концерты и новые постановки. Еще один вопрос хочу задать тебе, Ильмир. Вот на данный момент, на сегодняшний день, считаешь ли ты себя человеком, который чего-то достиг в этой жизни? У меня красивая, заботливая жена, здоровые, счастливые дети и любимая работа. И, конечно же, я с уверенностью могу сказать, что я счастливый человек. Ильмир, благодарим тебя за участие в нашей передаче. И я думаю, что наши зрители получили много информации о тебе, получили огромное удовольствие от нашей беседы. Желаем тебе также крепкого здоровья, творческих успехов и до новых встреч. Рахмет. Дорогой Ильмир Юрьевич, поздравляем вас с днем рождения, с вашим юбилеем. Желаю вам остаться всегда таким же хорошим человеком, любить нас, всего вам самого наилучшего. Ильмир Ильич, желаю вам добиться творческих успехов, чтобы с каждым годом вы достигали своих целей, чтобы у вас было отличное здоровье и чтобы всего наилучшего вам желать. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!